На этой неделе в Московском центре международной торговли прошла большая пресс-конференция президента России Владимира Путина для средств массовой информации как России, так и иностранных. Это своего рода подведение итогов года, который был насыщенным во всех смыслах. Начался он с зимней Олимпиады в Сочи и триумфальной победы российской сборной. Затем Крымская весна, в ходе которой Россия вернула свою историческую территорию. Потом политический кризис на Украине, зарубежные санкции в отношении России и, наконец, падение рубля. Все эти темы были озвучены в ходе беседы журналистов с руководителем страны. Представителей СМИ из регионов, конечно же, интересовала ситуация на местах. Об острых вопросах и неожиданных ответах Хусейн Гагиев. Еще в этом месяце президент России Владимир Путин обратился с большим посланием к Народному собранию страны. Теперь же настала очередь журналистов получить ответы на самые актуальные вопросы. Как прогнозируют мои коллеги, нынешняя большая конференция может побить рекорд предыдущих. Напомню, в 2008 году Владимир Путин ответил на 106 вопросов. На это у него ушло 4 часа 40 минут. На пресс-конференцию Владимира Путина съехались представители телевидения, интернет-СМИ и печатных изданий со всех уголков нашей необъятной страны. Всех в первую очередь интересует социально-экономическое развитие своих регионов. Кто-то в надежде услышать от президента что-то сенсационное заранее занимает очередь в зал. До начала пресс-конференции остается совсем немного времени, но мы уже видим большой ажиотаж у дверей зала, где будет непосредственно происходить сама большая пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным. По мнению моих коллег, есть перечень вопросов, которые точно будут озвучены на этой конференции. Это, конечно же, ситуация на Украине, сирийский вопрос, банковский кризис. Но при этом можно точно утверждать, что будут также затронуты проблемы здравоохранения, образования, ЖКХ, так как журналисты так или иначе отражают общественное мнение всей страны. Не все регионы надеются успеть задать свой вопрос президенту, но сам Владимир Путин не скрывает, что предпочтение отдает именно российским СМИ, особенно региональным. И ради редкой возможности напрямую задать вопрос главе государства, представители прессы идут на самые нестандартные способы привлечь к себе внимание. Первые, наверное, часа полтора будут ведь задавать вопросы все равно именно федеральные корреспонденты. А потом уже, когда вступят регионы, это будет уже такая лотерея. Я, конечно, смотрю вот сейчас, кто во что гораздо, там люди в шлемах с плакатами и так далее. Как известно, копейка рубль бережет, а что сегодня может уберечь рубль от дальнейшего падения? Этот вопрос на пресс-конференции в один голос задают все журналисты, независимо от региона. Ведь ослабление национальной валюты негативно влияет на развитие приграничных районов России. Первое, наверное, чего мы все вместе сегодня ждем, это то, что Владимир Владимирович каким-то образом отреагирует на события последних дней, да, на падение рубля, на рост курсов доллара и евро. Понятно, что экономика сейчас интересует всех, в том числе и в Омске, потому что Омск — это приграничный регион, рядом Казахстан. Мы сейчас столкнулись с тем, что поток дешевых долларов из Казахстана идет сейчас на наш рынок, это его разбалансирует. Владимир Путин начал пресс-конференцию с подведения итогов года, привел наиболее важные цифры из экономики и социальной сферы, а также отметил улучшение в демографии. Вообще, слово «экономика» было самым популярным на этом мероприятии. Даже из уст сидевших рядом с нами польских коллег оно звучало отчетливо, хотя и произносилось не по-русски. Как и ожидалось, главной темой пресс-конференции стало падение рубля и резкое понижение цен на нефть. Сможем ли мы использовать нынешний кризис в благих целях? Сможем ли с иглы съесть, перестроить экономику? По мнению президента, даже при самом пессимистическом сценарии ситуация в российской экономике нормализуется в ближайшие 2 года. На этом, шутит Владимир Путин, пресс-конференцию можно было бы и закончить, дав тем самым понять, что положение тяжелое, но не критическое. И главное сейчас сохранить основные показатели по пенсиям, бюджетной зарплате и ценам на продукты. Политику Центрального банка президент назвал адекватной в нынешних реалиях. Банковский кризис не должен перерасти в экономический. Если ситуация будет неблагоприятно вот так развиваться, то нам придется вносить какие-то коррективы в наши планы. Безусловно, придется что-то сокращать. Но также, безусловно, и я хочу это подчеркнуть, как говорят специалисты, отскок в плюс, последующий рост и выход из сегодняшней ситуации неизбежен. Все, что сейчас происходит в мире и в России, это вызов для страны, тест на прочность или состоятельность государства. А падение цен на нефть – это сигнал развивать другие формы экономики, возможность доказать свою независимость от цен на черное золото, подчеркнул президент. Деньги надо вкладывать в другие отрасли. И вот это вселяет оптимизм, как ни странно. Да, будет сложнее
в чем-то. Да, нам нужно будет решать социальные вопросы. Затронули в ходе пресс-конференции и ситуацию на Украине, а также санкции и похолодание отношений с Европой и Америкой. Все это Владимир Путин сравнил с Берлинской стеной, но виртуальной. А журналисту из BBC так и ответил: не мы нападали, мы лишь защищаем интересы страны и ее жителей, напомнив нашим коллегам из-за океана о расширении НАТО на восток. Мы, что ли, свои вооруженные силы выдвигаем к границам Соединенных Штатов либо других государств? Базы кто двигает к нам НАТО? Военную инфраструктуру. Не мы. Нас кто-нибудь слушает, хоть какой-то диалог с нами по этому поводу ведут? Нет, вообще никакого. Всегда в ответ только одно: не ваше дело. Каждая страна имеет право выбирать свой способ обеспечения безопасности. Да, хорошо. Но тогда и мы тоже будем это делать. За несколько часов живого диалога с президентом журналисты затронули все сферы жизни: медицину, образование, ЖКХ и сельское хозяйство. Расчистка внутреннего рынка для отечественных производителей создает дополнительные серьезные возможности для развития сельского хозяйства. Закрытие Южного потока, сотрудничество со странами Востока в сфере энергетики. Тут президент России отвечал на вопросы журналистов из Китая, Турции, Ирана. По окончании встречи каждый присутствовавший дал свою оценку, насколько оправдались его ожидания от конференции. Я ожидал услышать от президента какой-то конкретики. Я конкретику это услышал. Владимир Путин сказал, что в течение 2 лет ситуация в экономике нормализуется при усилиях государства. То, что украинский мирный процесс должен быть решен только на переговорах, и никаких перестрелок не должно быть. И несомненно, что многое из того, что было сказано Владимиром Путиным в Москве, еще не раз будут повторять в регионах. Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина как начиналась с экономической сферы, так и закончилась экономикой. И это символично. Что касается продолжительности, то рекорд не побит. 3 часа 20 минут. Многие цитаты президента пойдут в народ. Сам же глава страны сравнивает общение с журналистами с ремонтом, который нельзя закончить, можно только приостановить. Ведь говорить о жизни можно бесконечно долго. Хусен Гагиев, Рахман Цуров. Итоги недели.